Со 2 августа начали действовать послабления в антиковидных ограничениях, только с некоторыми условиями. Посмотрим, как они выполняются. Торговый центр Алексеевский. Видно, что магазин только приходит в себя после двухнедельного жесткого ограничения. Одни торговые точки пока еще закрыты, в другие еще завозят товар. На входе уже привычные санитарные столы с антисептиками и разовыми масками, обновленные ограничители социальной дистанции. Мы соблюдаем все антиковидные меры на основании постановления Роспотребнадзора. Это получается, у нас есть санитарные посты на входах. Там сидят у нас девочки, продают маски и антисептики, брызгают на руки. После закрытия торгового центра у нас, получается, есть бактерицидные лампы, которые ставятся на каждый этаж. И всю ночь убивают бактерии. В этот раз рейдовое мероприятие по проверке соблюдения требований санитарных правил и норм в торговых точках проводил Центр поддержки предпринимателей региона и носил скорее характер поддержки, нежели карательный. Регулярно каждый день встречаемся с предпринимателями в торговых заведениях. Вот сегодня мы пришли в торговый центр Алексеевский, да, и встречаемся с каждым предпринимателем и раздаем вот такие памятки о соблюдении санитарно-эпидемических норм, которые Роспотребнадзор сегодня требует с бизнеса. С каждым, либо с продавцом, либо с владельцами мы общаемся и показываем, что необходимо им соблюдать, да, что нужно будет покупать. Например, это бесконтактный дезинфектор. Это обязательное требование Роспотребнадзора. Особенно интересной для предпринимателей стала информация о мерах поддержки пострадавших из-за пандемии бизнесменов и трудоустроенных работников. Одновременно предоставляю информацию о мерах государственной поддержки бизнеса, которые пострадали в результате ограничений. Их на сегодняшний день 7 видов. Вот, о каждом виде мы подробно объясняем и даем вот такие памятки, чтобы в любой момент мог прочитать и позвонить нам на горячую линию. На сегодняшний день у нас действует прием заявок на господдержку в размере 12 тысяч МРОТ, да, на каждого сотрудника. Нужно подавать через сайт moybiznes17.rf дистанционно, и срок рассмотрения до 10 дней. Слова словами, зачастую в одно ухо влетит, в другое вылетит. Это понимают и участники рейда. Наглядная агитация порой сильнее десятков ораторов. У вас таких наклеек достаточно, да? Да, достаточно у нас. Чтобы получить такие наклейки, необходимо обратиться в наш центр «Мой бизнес», который находится на улице Тувинских добровольцев, 18, и мы бесплатно предоставим всем предпринимателям, которые желают у себя установить. Следующим объектом проверки стал широко известный кызыльский дискаунтер «Хороший». Только пропускная способность магазина в микрорайоне Южный порой достигает 10 тысяч человек в день. И не за каждым покупателем уследишь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам нравится этот магазин? Очень безумно. А вы хотите, чтобы ее закрыли? Почему? Вы сейчас без маски я находитесь. сюда раз в месяц прихожу, мне как бы все равно, закроют его или нет. Вы знаете, что Да. не только вы пострадаете, магазин пострадает, штраф может получить из-за вас. Огромный штраф. Нет денег на маску, вот так скажу. Молодой человек, грубо говоря, втирает очки. При входе в торговый зал на санитарном столе имеются одноразовые простейшие маски и даже перчатки. У нас антисептик у нас представлен на входе в магазин. На каждой кассе магазина тоже есть антисептики. В кабинете директора, администратора и у персонала также есть антисептические средства. Плюс еще это одноразовые маски, перчатки. Есть бесплатные маски, есть маски, которые в продаже у нас находятся. Бесконтактные антисептики у вас имеются? Именно бесконтактного санитайзера у нас пока нет, но он у нас заказан, и мы ожидаем его поступления в ближайшее время. Активистами поддержки предпринимательства было рекомендовано: все работники, у кого нет противопоказаний, должны обязательно пройти вакцинацию. В нашем магазине только 20% привитых сотрудников, но сотрудники, которые хотят прививаться, их большинство. Но мы не можем это сделать, так как на данный момент в городе Кызыл именно вакцины первого типа ее нет. Но мы написали нашему главному, кто у нас этим занимается, и пытаемся получить согласование именно для того, чтобы вакцину выделили на весь персонал, не только нашего магазина, но всех магазинов «Хорошие» по республике Тыва, по городу Кызыл. Рейд показал, что за более чем год бушующей в стране пандемии коронавируса бизнес кое-как настроился на противодействие опасной инфекции. Требуется только время от времени укреплять санитарно-эпидемиологическую дисциплину комплексными проверками. Сайгын Бирбюч, Айхан Донгак, Азамат Очур, Тува 24.